без каких-либо документов, без разрешений, без справок, без СМС-разрешений можно выйти в 4 случаях на улицу. Это в магазин ближайший за продуктами питания и товарами первой необходимости, да? Выбросить мусор до ближайшего пункта сбора отходов. То есть, например, если кто-то взял в руки мусорный пакет и через весь город пошел, якобы он хочет где-то выкинуть, да, это, безусловно, тоже нарушение будет. До ближайшего пункта сбора отходов. Третье – это выгулить домашних животных. Здесь тоже в радиусе 100 метров. Естественно, с собакой ходить по всему Кукмару – это никому не разрешается. И, то есть ближайшие 100 метров, радиус 100 метров. И четвертое – это для получения экстренной медицинской помощи. Вот это 4 случая, когда можно без разрешения и без каких-либо документов, без СМС, пропусков выходить на улицу. Все. В остальных случаях требуется либо справка работодателя. У нас сейчас указом президента до 30 апреля введены, объявлены президентом Российской Федерации нерабочими днями. При этом определенной категории организаций, предприятий могут работать. Вот те предприятия и организации, которые имеют право работать, могут выдать своим работникам справки, форма которой утверждена постановлением Кабинета министров. Вот с этой справкой по территории Республики Татарстан можно передвигаться, но только в целях выполнения служебных целей, в связи с выполнением работы. Естественно, вот с этой справкой колесить по всей республике, например, житель Кукмарского района получил эту справку, и ездить, его организация расположена в Кукмаре, трудовые обязанности выполнять в Кукмаре. В принципе, если нет никакой служебной необходимости выезжать в другой район, но он ездит, колесит по всей республике, там покупки осуществляет, родственников навещает, в общем, живет на широкую ногу, то это тоже категорически запрещено. Второй способ перемещения – это с помощью справки, если у тебя есть в наличии справка работодателя установленной формы. И третий способ – это выходить из дома в 9 случаях путем получения СМС-разрешений. В 9 случаях, то есть сначала мы регистрируемся по коду 2590 и потом получаем разрешение. Здесь их 9 случаев, они есть в широком доступе, в интернете есть. Например, здесь получить медицинскую помощь, то есть это никогда экстренно, сходить к ветеринару, посетить кредитное учреждение, почту, если есть необходимость доставить лекарства и оказать помощь своим родственникам, посетить похороны, посетить суд, поменять место жительства, поменять паспорт или изменить свой паспорт. Вот в этих случаях можно получить разрешение и выйти, покинуть место жительства. Причем на сегодняшний день, как правило, операторы дают разрешение на 1 час. Но этот вопрос прорабатывается, вопрос об увеличении размера, то есть об увеличении времени, которое необходимо, чтобы сходить к родственникам, выехать на дачу, поменять паспорт. Хотят увеличить, не ограничивать 1 часом. Вот 3 случая, когда можно выходить на улицу. В иных остальных случаях категорически покидать место жительства запрещено. Какие у нас есть виды ответственности за нарушение режима самоизоляции? Если мы нарушаем, то есть, например, выходим на улицу, не в магазин, а куда-то в другое место идем, у нас нет ни справки работодателя, мы не получили ни СМС-разрешения, вот во всех случаях административная ответственность по статье 6.3, часть 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Здесь для граждан минимальное наказание – штраф в размере 15 тысяч. Вообще наказание от 15 до 40 тысяч рублей.
То есть нарушил ли человек условия карантина, либо нарушил режим самоизоляции, на сегодняшний день практика такова, что привлекают правоохранительные органы к административной ответственности по статье 6.3, часть 2 Кодекса Российской Федерации. Если могут найтись умники, которые, например, хотят получить заветную справку работодателя, не работая в этой организации, либо они работают в этой организации, но деятельность этой организации приостановлена, либо не разрешено работать. То есть бывают случаи, когда просто хотят взять липовую справку, и эта справка в действительности не дает им права передвижения. Вот в этих случаях, когда люди используют недостоверную справку, тоже административная ответственность по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Аналогичная ответственность, как и для тех, кто нарушил режим самоизоляции. Фактически, если он берет поддельную справку, и тот, кто дает эту поддельную справку, они нарушают законодательство в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И здесь та же ответственность 6.3, часть 2. Есть уголовная ответственность. Здесь уже не только нарушение, но если люди в результате нарушения режима самоизоляции наступили последствия в виде массового отравления граждан, то есть он, зная, что у него, например, заболевание, или у него вирусная инфекция, вышел на улицу, или вышел на работу, сходил куда-то, наступили последствия в виде заболевания, то возможно наступление уголовной ответственности по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот это о видах ответственности. Люди говорят, почему цель государства собрать деньги, обобрать людей, и так у населения денег нет. Но абсолютно не согласен с этими людьми. Цель государства не людей обобрать, не собрать деньги, а чтобы показать людям, что даже незначительное нарушение, не то, что незначительное, а выход на улицу за 100 метров или еще куда-то в гости сходить, даже вот эти малейшие нарушения, они до того могут повлечь неблагоприятные последствия, поэтому и такое строгое наказание. Ведь если вы нарушаете режим самоизоляции не будете, никто не будет, никакой ответственности не будет. Просто государство, власти хотят достучаться до людей. Пожалуйста, ребята, сидите дома. Если будете сидеть дома, то никакой ответственности вам не будет. А такие размеры штрафов просто показывают, что очень серьезные последствия могут наступить, если люди будут нарушать режим самоизоляции граждан. Поэтому на сегодняшний день правоохранительными органами района составлено свыше 20 протоколов, по-моему, порядка 27 об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации. Эти материалы направлены для рассмотрения в суд. Безусловно, суд будет рассматривать с учетом всех сторон, выслушает мнение всех сторон, проанализирует доказательства и по результатам примет объективное решение. Поэтому у меня даже просьба людям находиться и оставаться дома, ни в коем случае не нарушать режим самоизоляции, не для того, чтобы не платить штрафы. Цель не в этом, а для того, чтобы обезопасить себя, своих родственников, своих друзей, и чтобы распространение вирусной инфекции не шло такими темпами, как оно идет и шло в других странах. И я думаю, что если мы немного потерпим, то, я думаю, все нормально будет.